Республика Саха почти 400 лет находится в составе России. За это время мы стали одними из ключевых доноров ресурсов для всей страны. Именно за счет богатейших запасов алмазов, золота, нефти и других полезных ископаемых федеральный центр неплохо живет и укрепляет свое экономическое и политическое влияние, а также воюет с соседними странами, да и вообще там, где может. Но что произойдет, если Саха обретет независимость? Давайте рассмотрим, что в таком случае потеряет Россия и что приобретет сама республика. Республика Саха – это самый крупный регион России, занимает почти 20% территории страны. Потеря этой огромной площади приведет к серьезному сокращению общей территории России, снизит ее статус как крупнейшей страны мира. Кто-то из вас спросит, почему быть большим по территории государством так важно в современном мире? Для этого есть несколько причин. Во-первых, крупные державы, такие как, например, Китай и США, формируют устойчивую многополярность, сдерживая агрессивные действия друг друга и некоторых региональных игроков. Не зря США называют гарантом мировой безопасности, имея в виду, что США берут на себя ответственность защищать союзников и поддерживать порядок в мире. То есть большая страна способна выступать посредником в конфликтах, участвовать в миротворческих миссиях и поддерживать международный порядок. Таким же гарантом могла бы быть Россия, если бы она пошла по демократическому пути развития, отказалась от политики колонизации и расценивала национальные республики как полноправных, равных себе партнеров. Но она давно упустила этот шанс. Когда у большой страны есть избыток ресурсов, и она может делиться ими с нуждающимися, это размазывает локальные нехватки по миру, не давая ценам резко вырасти, это предотвращает социальные волнения и массовый голод в уязвимых странах. Большие страны с богатыми природными ресурсами играют роль мировых стабилизаторов, даже если делают это не из альтруизма, а ради прибыли. Именно поэтому их называют глобальными донорами ресурсов, без которых в мире было бы гораздо больше локальных гуманитарных и экономических кризисов. В-третьих, большая страна имеет больше человеческих ресурсов и налоговой базы. Это позволяет развивать мощные научные и технологические центры, создавать новые лекарства, разрабатывать космические технологии, обеспечивать крупные инфраструктурные проекты. Потеряв Республику Саха, Россия утратит все это и станет менее заметным игроком на глобальной сцене. Когда наша республика станет свободной, Россия утратит не просто территорию, она потеряет важнейший источник природных богатств, без которых невозможно сохранить статус мировой державы, глобального лидера и мирового стабилизатора. Во-первых, это приведет к значительному снижению экспортной выручки, особенно валютных поступлений, которые сейчас формируются за счет продажи алмазов и энергоносителей на международных рынках. Эти деньги играют критическую роль в поддержании бюджета России, финансировании армии и военной промышленности, социальных программ и крупных инфраструктурных проектов. Утрата контроля над якутскими ресурсами подорвет экономическую стабильность страны. Россия лишится значительной части сырьевой базы, что негативно скажется на промышленности, перерабатывающих отраслях и сопутствующих секторах экономики. Это может привести к падению уровня жизни и ослаблению инвестиционной привлекательности страны. С потерей Республики Саха Россия значительно ослабит свои позиции в геополитической борьбе. Ведь контроль над ресурсами является важным рычагом влияния, позволяющим поддерживать союзников, влиять на мировые цены и стратегически управлять международными отношениями. Без этого возможности России влиять на глобальные процессы и обеспечивать собственную безопасность сократятся. Выход Якутии для России будет означать гораздо больше, чем просто уменьшение территории. Наша территория имеет важное геополитическое расположение. Она выходит к Северному Ледовитому океану и Арктике, где Россия на протяжении последних лет активно укрепляет свои позиции. Арктика – это стратегический регион с богатыми шельфовыми запасами нефти и газа, новыми морскими путями и военными возможностями. В случае нашей независимости Россия утратит значительную часть своего арктического плацдарма,
что уменьшит ее возможности контролировать Северный морской путь и вести арктические разработки. Между тем, Северный морской путь – это кратчайший морской маршрут между Европой и Азией вдоль северных берегов России, проходящий через Арктику. Он имеет ряд преимуществ. Например, сокращает путь из Европы в Азию почти на 40% по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Позволяет доставлять грузы быстрее, дешевле и с меньшими рисками пиратства. Республика Саха – одна из ключевых территорий, обеспечивающих доступ к арктическим портам и инфраструктуре, поддерживающейся в морпуть. Когда мы обретем независимость, Россия потеряет управление этой логистической цепочкой, так как часть транспортных узлов окажется на чужой территории, а также столкнется с необходимостью строить новые альтернативные торговые маршруты или договариваться с новой независимой республикой на менее выгодных условиях, что неизбежно повысит издержки и снизит стратегическую автономность. То есть, по сути, потеря контроля над Северным морским путем для России – это потеря эксклюзивной позиции России как транспортного моста между Европой и Азией. Сейчас Россия подает Арктику как пространство будущего и один из столпов своей великой державной идентичности. Потеря республики разрушит эту концепцию, ударит по имиджу России как северной супердержавы и разрушит долгосрочные планы по освоению Арктики. Контролировать Якутскую Арктику и нашу часть Северного морского пути и зарабатывать на этом будем мы, жители Республики Саха. Если мы решимся на путь независимости, мы не только отделимся политически от России, но и получим шанс заново выстроить свою экономическую, социальную и культурную модель, опираясь на собственные интересы и богатейшие ресурсы. При правильной стратегии Саха может превратиться из сырьевого придатка в самодостаточное, динамично развивающееся государство с высокой долей доходов на душу населения, прямым доступом к мировым рынкам и самостоятельной внешней политикой. Разрыв с федеральным центром даст нам возможность выйти из тени Москвы, перестать быть донором, чьи природные богатства идут на финансирование чужих программ и войн, и начать использовать ресурсы в первую очередь для благосостояния местного населения и развития своей инфраструктуры. Давайте рассмотрим, какие именно выгоды и возможности может получить Республика Саха в случае обретения независимости. В случае обретения независимости Республика Саха впервые в истории получит полный суверенный контроль над своими ресурсами без необходимости делиться доходами с федеральным центром. Это означает фундаментальный сдвиг в экономике и управлении. Наш главный актив – это алмазы. Республика обеспечивает более 95% добычи алмазов России и занимает около 30% мирового рынка. Эти ресурсы сегодня идут на финансирование общероссийских программ и интересов, зачастую далеких от нужд самого региона. При независимости доходы от добычи и экспорта алмазов будут напрямую направляться в бюджет новой республики, что позволит радикально повысить уровень жизни населения, например, через создание крупных стабилизационных фондов, аналогичных суверенным фондам Норвегии или Арабских Эмиратов. Также важны нефть, газ и уголь, минеральные и редкоземельные ресурсы. На территории Саха открыты перспективные месторождения нефти, газа и угля, олова, серебра, урана, редких и редкоземельных металлов, которые сейчас осваиваются преимущественно федеральными и крупными частными компаниями под контролем Москвы. Суверенитет позволит привлекать международных инвесторов напрямую, без посредничества федеральных структур. Строить собственную энергетическую политику, снижая зависимость от поставок из других регионов России. Контролировать экспортные квоты и устанавливать выгодные для себя пошлины. Стимулировать развитие локальной переработки и промышленности, чтобы продавать готовые полуфабрикаты или продукцию, а не только руду. Использовать доходы для диверсификации экономики и инвестиций в высокотехнологичные отрасли. Помимо чистой экономической выгоды, контроль над ресурсами дает стратегическое преимущество. Независимая республика сможет сама выбирать партнеров для совместных разработок. Например, Японию, США, Южную Корею, Канаду, Турцию или страны Европы.
Появится возможность формировать собственную внешнеэкономическую политику и заключать двусторонние соглашения без одобрения Москвы. Когда регион становится независимым государством, он получает полный фискальный суверенитет, то есть право самому определять налоговую систему и правила регулирования бизнеса. Мы сами будем решать, как облагать налогами добычу алмазов, золота, нефти, газа и других ресурсов. Показателен для нас пример Норвегии, где после открытия нефти и газа в Северном море в 70-х годах ввели высокие налоги на добычу, а полученные средства направили в Государственный пенсионный фонд. Сегодня это один из крупнейших суверенных фондов мира, а экономика Норвегии является одной из самых развитых в мире, с высоким уровнем жизни. По примеру Арабских Эмиратов, мы сами будем устанавливать льготные условия для инвесторов, чтобы привлечь больше иностранных компаний, технологий и капиталов. В некоторых Эмиратах нет подоходного налога, зато взимаются высокие рентные платежи с нефтяных компаний. В итоге ВВП Объединенных Арабских Эмиратов за последние 25 лет вырос почти в 5 раз, со 104 миллиардов долларов до почти 500, с показателем в 50 тысяч долларов на душу населения. Это одно из самых развивающихся государств мира. Республика Сахаа, если бы доходы от ресурсов оставались внутри, могла бы иметь ВВП на душу населения не хуже ОАЭ от 30 до 50 тысяч долларов. Независимое государство получает право на собственную внешнеэкономическую и внешнеполитическую деятельность. С обретением независимости мы будем напрямую торговать с Китаем, США, Японией, Южной Кореей и другими странами Азии, минуя Москву и общероссийские соглашения. Мы будем подписывать двусторонние инвестиционные договоры, привлекая партнеров на более выгодных условиях, например, совместные проекты в горнодобыче, инфраструктуре, энергетике. Республика сможет участвовать в международных организациях, например, Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, как полноправный член. Благодаря праву самим устанавливать налоги и заключать прямые соглашения с другими странами, республика сможет привлекать больше инвестиций и технологий, избежать невыгодных централизованных схем распределения доходов, а главное, мы станем полноценным и уважаемым участником международной экономики. Обретение независимости даст возможность направить доходы от природных богатств, алмазы, золото, нефть, газ и редкие металлы не в федеральный центр, а непосредственно в развитие региона и улучшение жизни людей. Республика сможет самостоятельно финансировать строительство и ремонт дорог, включая асфальтированные трассы между отдаленными районами и внутри них. Мы сможем строить мосты через реки, обеспечивая тем самым круглогодичные маршруты. Развивать авиационное сообщение внутри республики, строить новые аэропорты, особенно в удаленных районах. Это очень важно для нас, ведь за более чем 30 лет со дня подписания федеративного договора с Россией российские власти так и не наладили у нас транспортную доступность. Доставка продуктов и медикаментов и топлива обходится дорого, что отражается и на ценах, и на качестве жизни. Собственные ресурсы после обретения нами независимости помогут исправить это. Также собственные ресурсы будут направлены и на массовое строительство нового жилья, особенно в северных и арктических районах, где много ветхих домов и общежитий. На строительство новых, хорошо оборудованных школ, где дети смогут учиться на родном языке и одновременно осваивать современные дисциплины. Мы будем строить современные детские сады, игровые площадки, развивающие центры для раннего возраста. У нас не будет необходимости ждать одобрения федерального центра на обновление районных больниц и поликлиник, закупку современного оборудования. Мы будем учить собственных врачей и приглашать специалистов из других стран на временной или постоянной основе. Мы сможем субсидировать приобретение лекарств для пожилых и улучшать профилактическую медицину. Почему все это станет возможным? В случае независимости Республика Сахаа будет оставлять у себя все доходы от добычи полезных ископаемых, а не передавать их в федеральный бюджет. Прямые налоги с крупных компаний, работающих на ее территории, пойдут на местные нужды. И у нас будет возможность самостоятельно привлекать кредиты и инвестиции под инфраструктурные проекты без согласований с Москвой. А еще независимость даст нам возможность создать свою собственную армию
и систему национальной безопасности. Проводить честные и прозрачные выборы. Сделать власть сменяемой. Создать независимую судебную систему. Независимые СМИ. Прозрачную экономическую и налоговую политику. То есть мы в нашем новом суверенном государстве, опираясь на все эти столпы демократии, вместе создадим по-настоящему свободное, устойчивое и уважаемое государство, где власть принадлежит народу, а не отдельной группе.